5 attı. На груди Сатынды Джапарова множество медалей. Ветеран Великой Отечественной войны. Ушел на фронт в 1943 году и воевал до последнего победоносного дня. После он вернулся в родной Атбашинский район. Сейчас у Сатынды Джапарова 10 детей, 27 внуков и 23 правнука. За праздничным столом ветеран благословляет всех на мир и согласие. Жақсы, ел-жұртта тыныштық бол, ел-жұрт жақсы жасасын, тыныштық болсын. Сатынды Джапаров окружен вниманием и заботой. За свои 100 с лишним лет он совершил много добра, говорят его родные. Защищал блокадный Ленинград, воевал на оккупированных фашистами территориях. Вернувшись на родину, в 1947 году занялся восстановлением народного хозяйства. Трудился на Нарынском молочном заводе до самого выхода на пенсию. А это труженица тыла Бопуй Сатиева разговаривает с сыном по сотовому телефону. В годы войны все женщины, старики и дети взяли на себя большую ношу. Они трудились на полях и заводах, обеспечивали фронт всем необходимым. На войне погиб муж Бопуй Сатиевой. Переживая эту потерю, вместе со всеми она продолжала ковать победу над врагом. Я помню, что мы почти не спали. Мы обжаривали ячмень и перемалывали его, а потом пекли из него хлеб, делали войлок и очень много стирали. Не было такой работы, которую бы мы не делали. Наши руки ни на минуту не останавливались. Мы работали и работали. Из Нарынской области на войну ушли 19 469 кыргызстанцев. Из них 12 142 человека героически погибли на полях сражений, а 3241 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне по всей Нарынской области прошли памятные мероприятия. По центральным улицам города в рамках акции «Бессмертный полк» нарынчане несли портреты своих близких и родных. Среди них и Анаркуль Калматова. Ее отец Мукен Калматов участвовал в битве на Волоколамском шоссе. После помогал эвакуировать блокадников Ленинграда, а ее мать Каакы Калматова самоотверженно трудилась в тылу. Мой папа всегда говорил хорошие слова. Пусть не будет войны, живите в мире и согласии. Моих родителей уже нет в живых. В тылу люди тоже проявляли много мужества. С портретом отца Абдыкерима Бактыгулова в бессмертном полку прошагала и Шайло Бактыгулова. Он ушел на фронт в первые дни войны. Показал блестящий пример мужества при обороне Москвы в 1941 году и в 1944 году в Кёнигсберге, где погиб смертью храбрых. В городе Калининграде установлен памятник моему отцу, на котором золотыми буквами написаны его слова о Кыргызстане. Пусть никогда не будет войны, пусть будет мир, пусть наши подрастающие дети никогда не увидят войны. Также в честь 80-летия Великой Победы на площади Нарына состоялся военно-технический парад. Была организована и выставка архивных фронтовых писем, газет, фотографий и рисунков школьников военных лет. Мадина Низамова, Адин Толёбеков, Татыбюбю Кинджиакунова, Эльтер, Нарынская область.